Больше 2 часов продолжалась встреча президента Аслана Бжания с членами Общественной палаты. Обсуждался широкий круг тем, в числе которых вопрос ратификации соглашения по госдаче Пицунда. По-моему, ни один гражданин не против ратификации. Это все, кто говорил и обсуждали. Просто формулировки, которые в новом соглашении, и чтобы там не было рисков, что ли, каких-то для нас. Речь идет о передаче в собственность зданий и сооружений. Вопрос стоит так. Тем самым это соглашение отличается от соглашения 1995 года. Мы говорим да или нет. Что тут вокруг этого ходить? Зачем? Если вы считаете или кто-то считает, что передача зданий и сооружений на территории госдачи ущемляет наши интересы, вызывает дополнительные, проблемы или угрозы, так и скажите. Давайте изучим вокруг этого, сделаем обсуждение. Это соглашение по-другому ничем не отличается от того, что было в 1995 году. Мотивировка следующая. Здания, сооружения, которые мы будем строить, мы хотим, чтобы принадлежали нам. Они так говорят. Так говорит их закон. Зарубежная недвижимость государственная должна принадлежать российскому государству. Частные компании могут по-другому. А разве мы объекты, которые приватизируем, в том числе объекты, которые приватизируются российскими компаниями, в собственность их не отдаем? Соглашение – это юридический документ, правильно? Речь идет об условиях соглашения. Какое там условие? Например, лично я, не хочу, чтобы здания и сооружения, естественно, земля не продается. Об этом вообще не надо говорить, это все знают. Я не хочу, чтобы мои внуки, правнуки потом столкнулись с проблемой. Какой? Вот это здание, сооружение передается в собственность безоговорочно? Статья 6. Российская сторона использует объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также для их оздоровительного отдыха. Российская сторона обязуется использовать объект, земельные участки и участок акватории моря, указанный в статье 4 настоящего соглашения, и исключительно в целях, обозначенных в абзаце 1 настоящей статьи. Обсуждались и другие вопросы, касающиеся истории и содержания соглашения по госдаче Пицунда. Депутат 6-го созыва Народного собрания, а ныне член Общественной палаты Михаил Сангули отметил, что документ ранее уже поступал в парламент. Нам общим списком принесли, где там 45 или 46 вопросов было. Лично мной было сказано спикеру парламента некоторые вопросы, которые не понравились. Я ему сказал, я говорю, давайте пригласим президента или к нему пойдем по каждому этому вопросу, чтобы мы пообщались. Так и не... Я 3 раза пытался это сделать. Вы этот вопрос поднимаете. Да. Я просто хочу, чтобы люди знали. Да. И этого не было сделано. И официально парламент ответил только на письмо жителей Пицунды. Да. Вот какой документ есть. Михаил Петрович вам докладывает. Почему, по какой причине парламент не захотел рассматривать столь важный вопрос? Ну, у каждого там свое мнение, и большинство получило, что не нравилось то, что там было написано. Часть вопросов была посвящена теме инвестиций и привлечения собственных средств. У нас внутренний резерв очень солидный. Внутренний экономический, финансовый резерв в стране, не задействованный, не охваченный абхазским бюджетом, очень высокий. Но мы же живем в Абхазии, мы знаем, что с нами рядом происходит. Когда у людей появляются джипы, дворцы, объекты, при каких нюансах доступа их к определенным ресурсам. Большая часть населения, очень высокая часть населения, она находится в других измерениях. Как мой сосед, недавно старик сказал, слушай, я каждый день в ходе этих совещаний слушаю о миллионах, о 140% повышения сбора. Я, говорит, как я это почувствую, гражданин этой страны? У нас в городе Сухум 30 улиц, условно 40, в котором проживают по 2000. Но люди, которые живут на улице Гулия или на улице Джонова, ощутили государственную поддержку, получив новые дороги? Или не ощутили? Почему? Теперь я расскажу про наш источник. Вот у нас была проблема, с которой мы столкнулись на протяжении 2 лет. Аналогичной проблемы после войны в Абхазии не было. На эту проблему мы свои деньги потратили 1 миллиард.
800 человек врачей работало над решением данной проблемы. Назовите мне одну проблему, которая потребовалась концентрации таких финансовых усилий и столько времени после войны. А давайте мы сядем. А это что, тоже российские деньги? На встрече обсуждались и другие, не менее острые вопросы борьбы с теневой экономикой и коррупцией. Нам говорят, что вот мы стали немножко больше зарабатывать, но, так сказать, у нас теневая экономика растет. Нам же говорят это. Говорят, что несколько лет назад было 50%, а сейчас 65%. Называют такие цифры. Ну, называют. А мы вот не специалисты. Как вы сказали, мы не юристы, значит, в документах, так сказать, разбираться. Так вот, не специалисты, люди слушают, и у них создается впечатление о том, что мы на какую-то прорву работаем, на что-то. Плюс к этому бывший глава администрации, ваш Пиццини, уходя, значит, заявляет о том, что на его глазах какие-то люди из руководства обогащались. Ну, наверное, он имел в виду незаконно, потому что обогащаться никому не запрещено. Пожалуйста, ради Бога, есть бизнес, есть... Да, он это сказал. Реакции на это пока нет. Нет реакции. У людей создается впечатление, что вот там сидят все, они там воруют, они там вот это, говорят об этом. А это пагубно сказывается на настроении людей. И потом, знаете, вот капля за каплей, все это накапливается. Теневая часть экономики растет. Неправда. Теневая часть экономики уменьшается. А вот эти вот сверхплановые, они такие, они сверхплановые, они не грандиозные. Но для нас это деньги. Для нас это существенные деньги. В том числе природа этих денег – это выявленные юридические лица и поставленные на учет, которые начали платить. Этот процесс, конечно, не одномоментен. Тут есть куда расти, тут есть чем заниматься. И Министерство по налогам и сборам этим будет заниматься, сейчас там будут новые руководители. И цифровизация будет, и учет мы налаживаем, значит, идет контроль со стороны Минюста. Это же не за счет новых предприятий, единицы новых предприятий были созданы. Вот это 700 миллионов рублей, а в общей сложности за 2 года это больше, чем миллиард. Это как раз-таки поставлен на учет предприятий, которые были выведены из тени. Этот процесс сейчас идет. Он для нас носит такой существенный характер. Что касается, значит, кто-то обогатился. Ну, вы знаете, надо называть имена и фамилии. Что имеется в виду? Я вот без комментариев. Мы пытаемся работать, правоохранительные органы у нас работают. Я хотел бы вам напомнить, эта работа такая тяжелая, в известной степени неблагодарная, но ее выполняют. У нас есть случаи привлечения к уголовной ответственности высших должностных лиц, уровень министров и руководителей государственных компаний. К сожалению, такое есть. И будет дальше тоже. В конце встречи стороны поблагодарили друг друга за открытый разговор. Аслан Бжани подчеркнул, что его главный посыл – обеспечить сохранность нашего народа. Уроки мы извлечем. С оппозицией работать будем. Информировать вас тоже будем. И обязательно, тут еще раз я присягал, в присяге написано, обеспечить сохранность народа, обеспечить его развитие. Сохранность нашего народа обеспечить можно, только обеспечив мир, твердый мир. Гарантом твердого мира являются наши вооруженные силы и Российская Федерация на нашей территории. Это вы знаете, я еще раз об этом говорю. Все вокруг этого. Аслан Бжани также отметил, что открыт к диалогу. Подобные встречи будут продолжены. Эсма Голанзе, Раму Камкия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.